Почти 2 года кропотливой работы, и вот Абдулла Ахильгов представляет свой проект перед всей школой. Электронная трость с ультразвуковыми датчиками. Первым устройство протестировал Ахмед Борзов. Вот так держим и идете себе. Дальность обнаружения препятствий 150 см. Это можно изменить в зависимости от требований владельца. Он потерял зрение 9 лет назад. Электронной тростью никогда не пользовался и даже не слышал об этом ноу-хау. Поэтому на мероприятие пришел с нескрываемым интересом. Работать Абдулла над проектом «Трость. Тактильное зрение» начал в 12 лет. Школьника с детства привлекало программирование. Он уже создает свои сайты, игры. Когда задумался над электронной тростью, то в процесс ушел с головой. Для начала он изучил статистику слабовидящих и незрячих людей. Вникал в трудности, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. Купили все нужные запчасти, купили все нужные детали, и начали собирать, начали программировать, проектировать. Были трудности иногда, но я понял, что эти 2 года я трудился не зря, что я трудился ради этих незрячих людей, чтобы помочь им. Сегодня, в такой день, я вручил им эти трости, чтобы им стало чуть-чуть легче. Кроме того, при разработке для Абдуллы было важно не только сделать трость удобной и практичной, но и финансово доступной. Так, если аналоги на рынке достигают 30 тысяч рублей, есть модели и за 150 тысяч, то свой проект программист оценивает в 9900 рублей. При приближении к какому-либо предмету прибор начинает вибрировать. Заряжается устройство не больше получаса, но хватает батареи на весь день. Работал над проектом Абдулла не один. Ему помогал руководитель кружка по робототехнике, пригласили также инженера. По сборке никаких вопросов нигде у нас не возникало. Именно тестирование – это сложная штука, потому что сам незрячий человек, он лучше понимает, что ему необходимо, а мы это не можем понять. И поэтому всегда приходилось отдавать им на пробу, на тестирование трость, и после этого делали какие-то правки в коде. Запчасти для электронной трости спонсировало руководство школы. В 5-й школе Карабулака всячески поддерживают внеурочную деятельность учащихся. Большинство из них уже умеет пользоваться Scratch, их также обучают 3D-моделированию. Наши ребята в рамках дополнительного образования учатся сначала создавать игры, во всем этом вариться, потом заниматься более серьезными проектами. Я думаю, такие проекты у нас еще будут. Сегодня мы видели этих незрячих, они были у нас в гостях, и видя их лица, как им поможет наши трости, в дальнейшем мы их собираемся доработать, сделать уже трость не так, как сегодня, а уже усовершенствовать на беспроводном наушнике, чтобы они таким образом могли уже пользоваться этой тростью. Впереди у программиста немало интересных проектов. Абдулла также планирует создать робота-водоочистителя, который собирал бы мусор из водоемов. Хава Гайского, Адам Далаков, Новости 24.